Есть такой существенный момент, который может у многих на слуху. Он состоит в том, что психолог или врач-психотерапевт на самом деле не может и не должен давать совет. И, возможно, даже наше повседневное общение было бы куда эффективнее, если бы мы переняли это правило из мира психологии. Почему? Потому что советы обычно только усиливают фрустрацию. Переведу это слово. Оно значит то неприятное чувство, когда ваше желание не соответствует возможностям. Поэтому обычно люди не следуют советам, особенно таким, как «возьми себя в руки». Тут я бы, может, и хотела, но не могу. Смотри на жизнь более оптимистично. Возьми, подумай, какая ты счастливая и как во многом тебе в жизни повезло. Обычно такие кухонные советы не очень действуют. А давая совет, вы только загоняете себя в некую ловушку. Вспомните, как обычно происходили диалоги, где именно вы давали кому-то свои ценные советы. Человек обычно сначала говорит «да», пауза, и тут же он добавляет «но то-то и то-то». То есть он как будто бы считает, что то, что вы сказали, ценно, но тут же поспешит вам объяснить, почему совет именно ему не годится. И действительно, иногда бывает очень трудно удержаться от совета, особенно если вы знаете, действительно знаете, что нужно делать человеку, но то, что человек говорит сам себе, гораздо ценнее того, что можете сказать ему вы. Даже если ваши слова будут квинтэссенцией многовековой мудрости человечества за весь период его существования. Задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту сказать самому себе все то полезное, что поможет ему для изменения собственных взглядов и поведения, а не говорить это за него. Совет принадлежит тому, кто его дает, а информация тому, кто ее получает.